Мы сегодня с вами находимся в царстве пчеловодском у нашего хозяина, пчеловода с огромным стажем. Это Евгений Поличко. Евгений, здравствуйте! Ну, пройдемтесь, вы нам покажите свое хозяйство. Пчелы сегодня укладываются на зимовку. Они спят или в каком Нет, они вообще никогда не спят. То есть они в таком полуанабиозе. Маленькая температура падает, когда падает температура ниже 10 градусов, пчелы начинают сбиваться в клуб. Вот эти вот домики, как вы их делаете и где вы, может, заказываете их или сами делаете? Ну, сейчас уже у нас здесь на месте наладили производство. То есть вот то, что мы на улице показывали, то есть эти пенополиуретановые ульи. Цена в среднем 6 тысяч, то есть уже можно здесь заказать. Ульи легкие, прочные, теплые, разборные. Они идут вот элементами отдельными, то есть отдельно, как в таком сложенном виде. Купил, Как сложил. конструктор собрал. Да, как конструктор собрал, на саморезы взял. Ну, все это, как бы все делается очень легко. Сейчас, на сегодняшний день уже у нас в Якутии уже можно. Допустим, когда я начинал, я там по видео, по видео пасеке учился и думал, что тогда еще WhatsApp не было, еще таких групп не было. Ну, я думал, что я тут вообще один гаевой, и я, и типа больше и пчеловодов нет. Ну, потом все выяснилось. Оказывается, все по-другому. Ну, на сегодняшний день у нас есть все условия для пчеловодства. То есть могу смело сказать, что людям, что любите пчел, люди, заводите пчел. А деревянные вот эти штучки, как они ставятся и для чего? Это вот у нас, это диафрагмы, это когда гнездо собирается, то есть чтобы отгородить, пока гнездо маленькое, то есть вот так вставляется. Раз, два, ну и также рамки вставляются, ну, на осмотре, допустим, вытаскиваются, смотрится, проверяешь, там посмотрел. А где мед обратно собирается? Ну, мед где вообще купится? Вот это соты называется, вот ячейки, вот мед здесь, вот это запечатка, то есть запечатка, это воском пчелы запечатывают. Это они все сами делают? Это они сами делают, у пчел на животе есть восковые зеркальца. И там постоянно выделяются пластинки воска. То есть вот молодые пчелы отстраивают эти соты, потом это дело сюда собирают, нектар, потом его сушат, потом перекладывают с места на место неоднократно, пока он не достигнет влажности 16-17%. Потом, когда мед уже готовый, то есть его запечатывают сверху вот такой вот запечаткой. Вот. Светлая запечатка, это среднерусские пчелы, дальневосточные пчелы. Белая запечатка и сухая. То есть сухо, видите? Она как бы отдельно. Но она действительно сухая. Да. Она вообще какая-то вот как... Пчелы, которые на юге, у тех запечатка другая. Она вот типа вот как вот эта, вот видите? Как бы мокрая, она соприкасается с медом. Там нету воздушной прослойки, и получается, что это мед, который хранится то есть в теплых условиях, то есть, грубо говоря, на юге. А здесь, который мед хранится на северах, то есть вот среднерусская пчела, то есть на морозе это хранится, то есть когда зимой-то в дупле или где она живет. Там температуры низкие, и вот для хранения, то есть здесь есть прослойка между вот крышечкой и медом, прослойка воздуха, то есть вот от этой физической вот это расширение сужения, то есть этим они и различаются. Ну, это одна из различий. Мокрая печатка или сухая печатка, то есть по ней можно сразу определить породу пчел. Породу пчел или там это помесь, не помесь, то есть вот смотришь на запечатку, если пчелы ровно все везде печатают одинаково, значит это нормальные пчелы. Если там где-то часть сухой запечатки, часть мокрой запечатки, ну, начинают уже там пчеловоды, которые грамотные, то есть они определяют. Для простого человека. И получается, если вот так вот, ну, как бы в разнобой они делают, это что означает? Это означает, что... Помесные пчелы, то есть помесь, в одной семье есть, как бы, ну,
не гены, скажем так, а есть пчелы. Потому что матка, допустим, она же летает, спаривается 6-7 трутнями. И вот у нее эта сперма хранится в сперматеке, у нее она хранится 5-6 лет. То есть вот матка может 5-6 лет жить, в отличие от пчел. И вот эти, каждый трутень отец передает 50% своей этой наследственной информации. Ну, да. Ну и то есть вот в одной семье могут быть пчелы, скажем так, ну, если грубо сказать, половина дальневосточки, половина вот привозная какая-то. Потому что отцы же разные, на каждое яйцо матка там капельку спермы дает. И получается, каждое яйцо, в принципе, в одной семье, вроде бы семья, ну, получается разные пчелы. Постепенно вырождаются, становятся злобными, малопродуктивными, маленькими. Маленькая пчела носит в 2 раза меньше, чем большая пчела. И вот все вот тут начинается нюансы. То есть происходит вырождение. Вырождение, То есть да. нужно сохранять Поддерживать чистоту. породу в чистоте. Ну, слава богу, что у нас южные пчелы не выживают, то есть у нас уже есть конкретный четкий отбор, зимовка длинная. То есть южная пчела, которая там зимует 3-4 месяца, и то они зимуют, допустим, на улице, и там еще есть оттепели. То есть в процессе 3-4 месяцев еще может наступить оттепель, то есть пчелы могут вылететь, ну и сходить, грубо говоря, в туалет, облетаться. Все, и они опять сюда. А здесь в Якутии уже такой номер не проходит. То есть здесь в Якутии, которых пчел сюда привезут, даже можно привезти самых черти каких и черти откуда, но зимовка все расставляет на свои места. То есть летом любые пчелы могут сработать. Собрать мед туда-сюда, запечатать его, приготовить, там, вырастить расплод и так далее. Но зимовка потом расставляет все на места, потому что они начинают уже в январе-феврале, пчелы эти, которые южанки или поместные, они начинают уже выращивать расплод. Выращивать расплод, значит, усиленно питаться, поднимать температуру в гнезде, а они же не облетанные еще у них. А значит, смотрите, как я вас поняла, нужно обязательно соблюдать чистоту, чистопородность этой пчелы. У нас в Якутии какие породы самые такие стали, ну, скажем, прописались у нас здесь, в Якутии? Им понравился климат, ну и, в общем-то, они уже прижились. Дальневосточка основное, я считаю, дальневосточная, ну и еще с Алтая у нас поступают. Ну, Алтай место такое, оно как бы. В принципе, у них зимовка тоже длинная бывает. И все бы ничего, но оттуда Алтай он же ближе, то там Киргизия рядом, Средняя Азия и так далее. То есть, и вообще в целом это более такой насыщенный регион пчеловодами, пчеловодами. И там вот дешевые вот с Узбекистана, там с этого самого, с Киргизии, из Казахстана везут южных пчел. Вот там на Алтае, если скажем, вообще на Алтае по ихнему климату и по ихнему самому, они подходят пчелы для Якутии. Но из-за того, что там покупают вот эти дешевые пакеты, там смеси, вот эти помеси, всякого такая канитель происходит, и получается, что с Алтая не всегда хорошие пчелы приходят. То есть приезжают сюда, лето отработали, не перезимовали, все, померли, а продавец говорит, да вы сами дураки, не умеете. Ну то есть средства, которые вы вложили, все-таки Да. это немалые средства, ведь, правда? Да, и То есть тут вы- это, надо очень ответственно к этому делу подходить, потому что нужно взять пчел таких, которые ты знаешь уже, что они зимуют. Потому что это не корова там и не это самое. Дело в том, что если, ладно, они еще летом там что-то там, собрали, ладно, собрали мед, там, получил ты мед, приготовил их на зимовку, поставил на зимовку, а они раз и не перезимовали из-за того, что они или поместные, или южная пчела вообще. А вы Ну, можете всё. как-то по ценам сориентировать наших телезрителей? Возможно, вдруг кто-то решится заняться пчеловодством, потому что пчеловодство у нас в Якутии, как мы поняли, уже очень даже имеет место быть, Вполне очень себе. развито, Да, очень да. много WhatsApp-групп. А сколько у вас вообще пчеловодов? Ну, в вашей группе, например. Ну, в моей группе 130 человек. Ну, Только и- с Якутска? Или из разных районов? А у нас Якутии? получается все, вот у нас и Вилюйская группа районов, и вот Намцы, и Хангаласский, и в ту сторону до Тампонского улуса. То есть, в принципе, как бы группы у нас республиканские, потому что, вопросы одни и те же решаем. и Какие так далее. вопросы вы решаете? Какие? То есть, основное же обучение это, то есть группы созданы для чего? Чтобы, во-первых, информация делиться, где есть пчелы, какие пчелы, там продажа меда, там покупка инвентаря, продажа инвентаря, где пчел взять и почем их взять,
Ну и так более, допустим, опытные пчелы, вот, допустим, у меня группа Вселенское радио «Дальневосточная пчела». То есть это уже российский какой-то уровень у вас, да? Не российский. Именно наш республиканский? Да, наш республиканский, потому что Россия у нас отличается от нас по этим, и Но по срокам, мы и особые, туда-сюда. потому что, да, у нас Да. резко континентальный климат, и, естественно, у нас и пчелы. Но благодаря вам все-таки у нас получается уже какая-то вот порода, наверное, якутских пчел, да? Выработалась уже. Нет, скажем так, это не порода, это якутская популяция дальневосточной пчелы. Угу. То есть она как бы пчела не изменяется, Но с каждым поколением ведь наверняка передается на генетическом уровне и создается новый какой-то генетический код или что, как сказать, быть крепче, сильнее. Это передается все за счет растений, то есть вот в растениях, там такая сложная система, то есть растения передают, пчелы берут у растений в неизменном виде РНК и ДНК. А правда говорят, Дезоксирибонуклеиновые вот эти кислоты, они получаются одинаковые везде. У растений, у животных и у насекомых. То есть вот и каждая вот порода пчел, допустим, вот здесь, вот они в Якутии, да, они это 20-30 поколений пчелы должно пройти, и они будут уже тогда, получается, как местные. А правда ли говорят, что наши растения, они наиболее питательные, наиболее ценные, потому что за короткое лето нужно взять из земли, из солнца все самое ценное и как-то в концентрированном таком виде. Это действительно так? Допустим... Совершенно верно, поэтому у нас и медосборы, казалось бы, считается, что всегда люди, когда узнают, что пчелы, а где тут у нас пчелы мед берут, цветов-то нету? А как у нас все растения для того, чтобы продолжить свой род, значит, они должны отцвести и дать семена. Отцвести как? Значит, их кто-то должен опылять, значит, они привлекают этих опылителей выделением нектара. А так как у нас длинный день, такое короткое лето, и вот в этот момент, то есть эти растения вынуждены, то есть выдавать на гора, очень большое количество нектара, чтобы привлечь, потому что так у нас в природе, дефицит опылителей, то есть шмелей, одиночных пчел и так далее здесь. А осы? Осы у нас не опылители, осы это хищные насекомые, да, они едят все подряд, и расплод они выкармливают, белковой пищей, то есть, насекомыми там, туда-сюда такое. Плотоядный, в общем, расплод, плотоядный. А опылители это вот одиночные пчелы, шмели, и вот такие вот общественные пчелы. А домашние, дикие? Диких пчел у нас в Якутии нет, видимо, Есть. Да? Есть? Есть. 61 вид у нас зарегистрирован, но это дикие пчелы, то есть вообще их 21 тысяча видов только пчел. Поэтому их очень много, но общественных пчел это где-то там около 10 видов. То есть общественные имеется в виду, которые живут... Домашние? Нет. Они домашних, даже вот эти вот домашние, они дикие. Потому что это считается, что вроде домашний. Нет, он не так домашний. они же прилетают к вам сюда, они же не летят куда-то там в лес. Нет, это просто вот есть жилище. Они вот рой, вот если я плохо буду за ними ухаживать, они в рой собираются и улетают. То есть я им не нужен. Они вот под крышей в любом месте, они себе... То есть ты их купил, забыл про них. Так пчелы возьмут, соберутся, да и до свидания. Да, если им будет мало места, кто-то останется здесь. То есть, они заклеят весь улей так, что там ничего оттуда не добудешь, только лопатой выковыривать. А некоторые места, если мало стало, то половина семьи раз отпочковываются и с маткой улетают. И им человек не нужен в данном случае. Они корма себе сами находят, то есть это эти... А зимовать как они будут? Зимовать... Минус 50, минус 60. Они думают про это, нет? Зимовать они погибнут здесь. Могут выжить, если найдут дупло какое-то или какое-то нора какая-то и так далее. То есть, если более-менее нормально найдут место, где это самое, чтобы построить соту, чтобы ни на ветру не продувало, где-то закрытое какое-то пространство, там они могут и выжить. Вот смотрите, вот такой вот мед выращивает у себя, с помощью пчел, наш герой. Расскажите, пожалуйста, о своем меде и о свойствах этого меда. Чем он полезен, для кого он может быть полезным, хотя мы примерно знаем. Все вы знаете, что здесь 300 элементов вот в этом меде. То есть здесь ферменты, аминокислоты, там, жиры, жиров здесь нету, вру.
В общем, тут очень много. Я даже Кладезь витаминов. Кладезь витаминов. Я даже столько это названий сейчас за один раз не переберу, сколько тут полезных элементов. То есть, Сколько в день нужно употреблять меда? все сугубо индивидуально, но я думаю, ну, в умеренном, то есть, если много съесть, то, конечно, это... Я слышала, получается- что 2 ложечки только в день. Нет, ну, это же... Чайных ложечки Человеки причем. все разные, у каждого переваривается по-разному. Конечно, могут быть аллергические реакции на него, потому что это он очень кислый, то есть кислот в нем много. Ну и, соответственно, это так же, как и, допустим, если любые витамины, если их банками есть, то на пользу не пойдет. Ну, в умеренном Еще виде, я вот думаю. такой миф развейте, пожалуйста, что говорят, что мед в горячий чай, ну или там в горячую воду добавлять нельзя. Нужно обязательно, чтобы водичка была тепленькой. Ну или чай тепленьким. Потому что Совершенно верно. он превращается из полезных свойств у меда происходят какие-то канцерогенные такие вещества. Когда в горячую воду опускают мед, то там распадаются все эти полезные ферменты и все остальное. То есть из-за чего мы То его... есть отравиться в принципе невозможно, Нет, но и отравиться пользы, нет. собственно, Да, уже ну и и не пользы будет. нет, потому что это получается, если в горячую воду или даже вот в горячее молоко, как мы с детства помним, да, что молоко вскипятил и туда масло, мед и так далее. Ну, мед просто убивается таким образом. Все ферменты там свариваются, то есть все полезные вещества. И это получается потом просто кондитерский продукт. Поэтому если заболел, ну, масло, что там еще, жир какой там, кто гусиный, кто собачий в это молоко. Это лучше вот ложечкой поесть до того или после того, Понятно. после молока. Вы можете протестировать, скажем так, вот мой мед, который я купила у наших, ну, скажем так, продавцов меда. У нас лавочек очень много в городе. Мгм. Вот этот мед один, кстати говоря, принадлежит нашим якутским производителям, один мед, а второй мед, он, ну, в общем, откуда-то Привозные. из-за пределов нашей республики. Вы можете определить, который наш местный? Ну так, навскидку. Нет, пожалуй, я на себя такую смелость не возьму, потому что почему? Я же вот рассказывал, когда про пчел, что разведчицы, группы разведчиц и так далее. То есть получается, в каждом улье мед уникальный. Это мы, когда его собираем и сливаем в одну посуду, то получается, мы делаем купаж. То есть мы его смешиваем, и он у нас получается однотонный. А вообще в каждом улье мед разный. То есть вот 2 улья рядом можно отдельно, если их откачать и попробовать на вкус, можно уловить различия. Потому что пчелы летали в разные все-таки места. Но говорят брали. же, что вот, допустим, гречишный мед, липовый мед. Это тут история маленькая другая, то есть это определяется полинологическим анализом. Пчелы, когда собирают мед, то есть они в мед, в нектар попадают и пыльцевые зерна с пыльцы. То есть когда полинолог берет это самое на предметное стекло, значит, и там рассматривает, какая пыльца попадается в меде. Вот по количеству пыльцы, то есть определяется, какой мед, то есть монофлерный или как сказать, не монофлерный, ну то есть. Нет, но мы же не много. будем ходить в лабораторию, Нет, да? Мы не купили будем, мед. поэтому я и говорю. А что- можем определить, хотя бы сказать, вот где настоящий мед, а где подделка? Вы сказали, что очень много меда, который приходит из-за пределов нашей республики, это мед не настоящий. Добавлены какие-то ароматизаторы. усилители вкуса и так далее. То есть, смотрите, красители, да. Ну, я что тут могу сказать? То есть, у простого потребителя, то есть, выход один. То есть, как и на любые наши продукты. То есть, надо местное. Есть, во-первых, местное, а во-вторых, выходить напрямую на производителя. Потому что взять любой продукт фальсифицируется нынче. Вот, допустим, вот так визуально подошел, ну, мы можем определить только по консистенции, мы можем сделать какой-то вывод. То есть мед должен быть однозначно либо вот таким однородным, если он еще жидкий, если, допустим, ну, примерно до декабря месяца. После декабря любой мед должен вот так закристаллизоваться. То есть это получается, мы можем сказать, вот, что этот мед, ну, скажем, прошлогодний, да? Да, Ну, раз по, он уже по консистенции, да. Вот он, если закристаллизовался, то есть он должен быть однородный. Не допускается вот расслоений, там, допустим, сверху жидкая фракция, внизу густая, потому что это либо это по-топорному замешанный туда сироп, либо это мед собранный изначально, то есть еще же есть у нас пчеловоды такие, которые мед еще не дозрел, то есть он должен быть вот так запечатанный, потом он откачивается. А сколько он там будет таким запечатанным стоять?
Запечатан он может бесконечное время стоять. То есть, ну, пчелы, вот когда его вот так запечатают, то есть там еще остается 6% не разложенной сахарозы. То есть пчелы, когда перерабатывают мед, они его на 2 простых сахара разбивают. То есть сахарозу они несут в нектаре, и они ее с помощью ферментов разбирают на глюкозу и фруктозу. То есть это легко усвояемые сахара, которые вот у нас вот в рот положил, ложечку под язык раз, и она тут же вот, то есть мед не переваривается, то есть она сразу через слюну попадает в кровь. Или же через стенки желудка, то есть он не переваривается, то есть он просто усваивается. Это пчелы себе на зиму готовят. Вот, таким образом, значит, мед должен быть запечатанный, только тогда он считается медом. А есть пчеловоды такие, которые вот незапечатанный мед, если влажный, если его собирать, то ну, в течение месяца-двух его еще можно съесть и не почувствовать разницы. Если он будет храниться дольше, он начнет расслаиваться. То есть это потом и видно. То есть мед должен закристаллизоваться и быть однородной массой. Вот это, пожалуй, все, что рядовой потребитель может сделать. Потому что сейчас вот китайцы там, ну и всякие такие продвинутые фальсификаторы, сейчас там такие инвертные сиропы делают и добавляют то, все, усилители вкуса, даже вот пыльцу добавляют, то есть уже даже по линологическим анализам нельзя определить, что это... А можно, смотрите, вот все в интернете видят блюдечко, и блюдечком, кстати говоря, я проверю, я сама сниму и проверю вот этот вот лайфхак. Дорогие друзья, проверяем качество меда. Лайфхак взят из сети. Вот я уже разложила в 3 блюдца разные сорта меда. Один вот этот вот, видите, он такой вот, консистенция вот такая вот, вот он такой жиденький, да. Вот этот вот, в принципе, он тоже как бы вот только начал засахариваться. Вот здесь вот такой мед. И вот здесь, ну, он, видимо, старенький, ну, вроде как гречишный. А вот эти вот какие-то, один луговой, один какой-то еще. И, как сказано в сети, значит, там такой мужчина красивый это все показывал. Наливаем водичку и растрясываем водицу. И должны показаться соты. Вот мы сейчас посмотрим. Ну ладно, может быть, должна водичка постоять. Вот здесь вот наливаю вот сюда, оп. Вот так. И тоже начинаю растрясывать вот это дело. Ну, может быть, я помогу как-то. Так, вот ложечка вот эта вот. Немножко, видите, потому что он засахарился, и он такой тверденький. Ну, вот такую лепешечку вот так вот размажем. Так, и следующее. Опытная у нас субстанция получается. Вот здесь вот тоже как бы блюдцем поработаем, водичкой. И вот здесь попробуем. Видишь? Твой желтенький, да, по-моему? Вот этот прозрачный мой. Вот этот прозрачный твой. Угу. Вот это мой. То есть, дорогие друзья, как я поняла, вот этот вот метод определения качества меда работает, ну, с переменным успехом, скажем так. Вот здесь вот слегка, мне кажется, проглядывают соты. Ну или, может, срабатывает эффект плацебо. Мне хочется верить в это. Но все-таки хоть какой-то мед у меня дома стоит настоящий. А вот здесь вот 2 наших вторых опытных образца. Увы, к сожалению, никаких сот я не увидела. То есть лайфхак работает, ну, так, немножко со знаком минус, я так думаю. Нет, это неправда. Во-первых, это надо очень четко соблюсти там условия, вот как должна быть, насколько температура вот этого, того, чтобы получились. Я тоже пробовал, пытался сделать. На самом деле это закон какого-то там этого, ну, скажем так, Мерфи там или кого. Это любая маслянистая жидкость так может делать. То есть минеральное масло вот от машины там туда-сюда, то есть разложите. То есть тоже покажет соты? Да, это любая, она не соты показывает, она, ну, как бы показывает самую такую практичную структуру. То есть любая маслянистая жидкость так делает. То есть это не относится к этому. Генетическая память меда это просто, ну... А еще какие-то способы есть, вот как определить, настоящий мед это или не настоящий? Единственный метод вот есть, это вот удельный вес его, то есть плотность на литр меда, вернее, весит 1400 грамм.
То есть если литр меда мы взвешиваем, и он весит там 1300 там, или 1200, то это не мед. То есть в нем однозначно есть какие-то примеси. Но так как мы же не водим, где мы покупаем? На разлив у нас не продают сейчас ничего. Все продается в таре какой-то. Поэтому, ну, пойти домой и там и взвесить, это канитель, никто, конечно, не пойдет. Лаборатории у нас здесь в Якутске нету, допустим, ни по пыльце, ни почему. То есть, как всегда, получается заколдованный круг, то есть выход один, выходите на пчеловодов, на пасечников. А там есть ли какой-то некий стандарт государственный вообще? Или вы, пчеловоды, каким-то образом, нет, качество, есть, знак но вот мы качества какой-то? в лабораторию в Ярвил сдаем, ну, они там могут определить, то есть влажность меда 16% или 14%, у нас все время 14% в Якутии, он такой густой мед, его откачивать трудно. Влажность, то есть там зольность, потом его биологическая активность, это единицы ГТ, там 20-30 единиц у нас, до 40 у нас северные меда доходят. То есть вот таких 3-4-5 показателей. Но фальсификаторы, они уже и сейчас уже научились и это все подделывать. То есть добавляется этот фермент, который показывает вот эту единицу ГТ. Добавляется пыльца, добавляется то, все опять. То есть, ну, сейчас простому человеку, даже пасечнику, ну, невозможно отличить. Ну и слава богу, что у нас семейство пасечников с каждым годом растет, их становится все больше. И даже, возможно, кто-то из телезрителей захочет стать пасечником, заняться пчеловодством и собирать свой мед. Пчелы у нас сейчас есть, ульи у нас сейчас здесь производят, опыт у нас уже есть. Как зимовать, мы уже знаем. Пчел я привожу каждый год. Выводим здесь на месте пчел, то есть все есть. Из интернета заказываем инвентарь. Примерно в затратах это, ну, цены на пчел от 7 до 9 тысяч за пчелосемью. Улей стоит в районе 5-6 тысяч, но его можно сделать самостоятельно, ничего сакрального в нем нету. Это обыкновенный ящик с определенными внутри пчелиными размерами. Но утеплить его же можно как-то? Ну, полистиролом там или чем-то, нельзя? Его можно утеплять, но задача состоит не в том, то есть пчелы, они внутри утепляются, они сами держат температуру. А так как мы зимуем все в зимовниках, это вот то, что с полиуретана сделано, это просто удобный материал, он не гниет, он легкий, он долговечный, поэтому полиуретан используется. Скажите, вы должны за этими пчелами ухаживать каждый день? Или, допустим, вот как вы решаете проблему с отпуском? Вот вы собрались в отпуск, уезжаете на месяц куда-нибудь за пределы республики. Что с вашими пчелами? Ну, я знаю просто, когда поехать в отпуск и как определиться по времени. То есть я их могу подготовить определенным образом, то есть дать им